Ближайшие 3 дня веселуха. Всех вот это подорвали ездить по нашим бабушкам и подключать цифровое телевидение. Какое счастье, что завтра никуда не поеду, до 12 школы буду там. Было бы счастье, если завтра был выходной. Это счастье, я так понимаю. Бесполезно. Но в субботу и воскресенье ездим по бабушкам, подключаемся по телевидению. Студенты, практиканты, все, кто может. Молодежный центр нам вообще всех подняли. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Стоите? Здравствуйте. А там о прохладниках или что? Да. Подобрала ракурс. Слушайте, здесь правда. Ну или мы повернем, может, тогда чуть-чуть. Когда будете выступать, повернем. А то, может, я так быстро теряюсь, могу не говорить. Для количества тоже надо. Я как для количества могу посидеть. Александр Сергеевич, у тебя Поляков или кто в старший класс? То есть надо же Полякова пригласить, да? Будем рекомендацию подавать на Сочи. Пригласить Полякова поговорить. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем совместное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики с методическим объединением учителей информатики города Сыктывкара. Откликнитесь в чате, кто нас сейчас слушает, как видно, слышно. 2 плюсика поставьте, если вам видна презентация в правом окне, и если нас слышно и видно. И я для приветственного слова предоставляю слово ректору нашего института Галине Владимировне Китай-Городской. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать членов Республиканского методобъединения учителей информатики. Я очень важную задачу, наверное, хочу сегодня вместе с вами обсудить. Сегодня на уровне республики формируется единая методическая вертикаль, которая должна способствовать формированию важных профессиональных компетенций у всего педагогического сообщества. На уровне республики создано республиканское методобъединение. Такие же задачи стоят перед каждым муниципальным образованием. Поэтому очень закономерно, что вместе с нами в студии сегодня присутствует муниципальное методическое объединение учителей информатики города Сыктывкара. Именно их опыт, уважаемые коллеги, я думаю, будем масштабировать с точки зрения управленческих решений и позиционирования именно аналогичных форм профессиональных сообществ на уровне всех муниципальных образований. Третья составляющая этой вертикали, конечно, это школьные методические объединения. Поэтому, уважаемые коллеги, мы решаем с вами единую задачу. Это формирование единого образовательного пространства. Почему же важно сегодня вместе решать задачи, которые стоят сегодня перед каждым педагогом нашей республики вместе? Потому что у нас единая национальная цель. Президент Российской Федерации еще год назад, 7 мая 2018 года, обозначил, что одна из национальных целей – это обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Поэтому, уважаемые коллеги, в рамках национального проекта образования сегодня разработано на уровне Республики Коми 9 региональных проектов. И я очень рада, что именно учителя информатики включаются непосредственно благодаря своему методическому сопровождению в 2 проекта. Это современная школа и цифровая образовательная среда. Сегодня, конечно, меняются подходы к формированию цифровых
компетенций. И здесь мы говорим уже не только о наших обучающихся, но и о педагогах, уважаемые коллеги, и о общественности. Поэтому я очень надеюсь, что все вопросы, которые сегодня рассматриваются, конечно, связаны со стандартами, с нашими федеральными государственными образовательными стандартами. Но я бы очень хотела, уважаемые коллеги, чтобы, начиная уже сегодняшнее заседание, мы встроены были в решение задач именно региональных проектов. Я очень надеюсь, что уважаемый председатель Вячеслав Алексеевич сегодня вам очень кратко, но представит информацию о проекте «Цифровая образовательная среда». Я материал сейчас передам, потому что именно данный проект с конкретными показателями и критериями, он является основным управленческим инструментом, который позволяет, уважаемые коллеги, достичь нам самого главного. Это формирование именно цифровых технологий у граждан всех поколений. Ну и, конечно, наших обучающихся. Ну а здесь, я думаю, коллеги, многие задачи уже нами решены. Поэтому, уважаемые коллеги, я желаю вам, конечно, профессиональных успехов. Я понимаю, что это завершающее заседание. Вы подводите итоги и ставите новые цели. Поэтому я очень надеюсь, что цели будут сопряжены с национальным проектом образования. Коллеги, я вам желаю успехов. И, Вячеслав Алексеевич, наверное, передаю уже вам слово. Да, спасибо, Галина Ильинична. Ну и для затравки давайте посмотрим, какие 10 советов можно дать учителю, молодому учителю, ну и учителям с опытом. Видеоролик 6 минут. Продолжим, да? Коллеги, продолжим нашу работу. Я передаю слово председателю методического объединения учителей информатики города Сыктывкара Гусаровой Любовь Ивановне. Любовь Ивановна. Еще раз всем добрый день. Ну, собственно говоря, в повестке дня заявлены были там масса технологий, о которых хотелось бы, чтобы мы говорили. Но в свете этого ролика, о котором мы сейчас посмотрели, я думаю, что все эти технологии, они как бы являются продолжением просто-напросто этого ролика. Поскольку именно через проекты, исследования и различные творческие задания, игровые, именно через эти технологии, наверное, наш предмет может стать, ну, действительно, в общем-то, на сегодняшний день главным, потому что недаром же только что нам говорили о том, что один из главных приоритетных проектов, да, это цифровая образовательная среда, а цифра – это прежде всего компьютер, это информатика, это технологии. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день действительно в уроке, наверное, все больше, особенно в старших классах, ну, я считаю, необходимо развивать именно это направление. Ну, вы можете со мной согласиться или не согласиться, мы можем об этом, я думаю, сейчас об этом мы поговорим. Когда была проверочная работа, нас, в общем-то, в 10 классе опять поставили в рамки экзамена. Хотя на самом деле я считаю, что в 11 классе экзамен по информатике – это уже профильный экзамен. И, в общем-то, к этому экзамену готовятся далеко не все. По крайней мере, в общеобразовательных школах это единицы детей, которые сдают. Ну, например, у меня в школе сдают 3, 5, максимум 7 человек. И сегодня, опять же, в 10-11 классе я считаю, что, может быть, это неправильно опять уходить в теорию информатики. Да, безусловно, нужно к ней возвращаться, да, безусловно, объясняя тот или иной материал, уходя в тот или иной проект, нужно снова и снова возвращаться к основам, потому что это основы, и от них никуда не деться. Но мне кажется, что уже с выпускниками средней школы, наверное, стоит больше внимания уделять именно технологиям. И, по крайней мере, я так работаю. В 10-11 классе мы больше изучаем различные редакторы. Это и видео, и звуковые, и даже тот же Word и Excel, но мы его изучаем уже совершенно под другим углом, решая чисто практические задачи и выполняя уже какие-то деятельностные направления. И обычно вот даже промежуточную аттестацию, по крайней мере, у себя, и если даже не делают промежуточную аттестацию коллеги, то
многие действительно в старших классах все больше делают упор на работу в технологиях. Вот в 10 классе, например, это различные технологии, то есть мы делаем там буклеты, мы делаем баннеры, плакаты, мы делаем там видеоклипы какие-то. То есть это то, чему ребенок реально научится, и, может быть, даже не став профессиональным в этом плане, да, безусловно, вот эта образовательная среда, которая на сегодняшний день выносится во главу угла, что, наверное, каждый человек, в принципе, может делать, ну и, по крайней мере, я уж не могу сказать профессионально, на то они и профессиональные, да, различные специалисты, но, по крайней мере, в общем плане понимать, как это делается, наверное, это целесообразно. Я вот, если можно, буквально 2 слова добавлю. Да? И вот эти вот изучение технологий и работа с ребятами на определенный какой-то результат ложится как раз в требования с работы с проектной деятельностью, да? Безусловно. И использование деятельностного подхода. То есть, когда действительно ребята что-то, условно говоря, должны выполнять своими руками. То есть, какой-то результат получить на выходе. Да, конкретный результат, конкретный какой-то проект. И это сегодня очень федеральный государственный образовательный стандарт требований очень ложится, конечно. Но с другой стороны, получается следующая ситуация. То есть, когда идет вопрос, каким образом оценивать деятельность учителя и его эффективность, то для шкалы измерений берется вариант именно ЕГЭ и задания из ЕГЭ. И проверяется именно сформированность вот этих компетенций ЕГЭ. Хотя мы прекрасно понимаем, что одним из требований, например, для решения заданий ЕГЭ, это достаточно короткие сроки расчетные для решения каждой задачи. Ну, например, решение первой задачи, да, в ЕГЭ приблизительно считается, что за минуту ребенок эту задачу должен решать. Но мы прекрасно знаем из открытого банка содержаний, что задачи номер 1, они существуют разные. И есть задачи достаточно простые, где ребенок должен сообразить, как очень быстро вычесть из одного числа другое число в одной системе числений, например, 16-ричной. И совершенно другое дело, когда нужно сложить несколько чисел из разных, выполнить несколько арифметических действий над числами из разных систем счисления или просчитать какие-то другие более сложные варианты, которые требуют нескольких переводов, причем разных переводов. Да? И тут говорить о том, что ребенок за минуту может быстро, любой ребенок причем, да, не обязательно там профильного изучения, да, а с базовым изучением, любой ребенок быстро разбираться невозможно. Информатика, она, как говорится, во многом требует прежде всего математики. И если у ребенка нет навыка именно каких-то преобразований, то он начинает решать в лоб, и он не успеет. Поэтому говорить вот об каких-то в этом отношении, как сказал Андрей Борисович, подведении итогов работы учителя, да, по информатике, ну, в общем-то, в 10-11 классе я считаю, что это уже далеко не должно быть вот, сравнения в рамках ЕГЭ. Потому что, когда мы изучаем информатику на базовом уровне, то мы просто не в состоянии охватить тот материал, который дается в других учебных заведениях, там, где действительно изучают углубленно, и сравнивать обычные школы, ну, я согласна, когда сравнивают 3 человек, которые выбирают информатику со всеми остальными. Это их выбор, они сделали приоритет, и здесь совершенно закономерно их сравнивать в рамках самого экзамена ЕГЭ, потому что это уже профильный экзамен, это выбор. А вот что касается всех непосредственно, ну, наверное, уже не случайно, ведь в 11 классе идут экзамены по выбору. Здесь уже ребенок определился, и, в общем-то, наверное, даже целесообразнее информатику рассматривать как использование IT-технологий в моей будущей профессии. И тут уже профессионально он может совершенно к разным вещам уйти. Кто-то будет, может быть, заниматься действительно программированием, кто-то, может быть, будет действительно заниматься цифрой в рамках звука или графики, но так или иначе это уже отдельная специфика, которая, я думаю, вот, реализуется по-разному. Дети разные, как нам, опять же, только что так замечательно сказали в ролике. То есть в данном случае, наверное, нет смысла вот так всех одинаково сравнивать. Потому что информатика, опять же, 1 час в неделю, и если мы посчитаем
с учетом различных то карантинов, еще чего-то, ну, сутки, 24 часа за год мы работаем с ребенком. А профильный как бы экзамен и профильный уровень информатики, он достаточно, в общем-то, и глубок, и широк, да, и прежде всего он достаточно сложный. Поэтому, что касается старших классов, то здесь, конечно, я думаю, вот эта проектная деятельность, она сводится уже непосредственно к профессиональному самоопределению, и здесь уже каждый из них находит то направление, которое им интересно. Хотя я думаю, что сегодня, наверное, нам есть смысл поговорить, может быть, о этапе 7-9, потому что мы все с вами в 9 классе впервые пересекаем ФГОС все. Кто-то у нас уже были различными площадками, у кого-то уже есть опыт. И поэтому мне бы, честно говоря, хотелось сегодня, я думаю, коллеги будут заинтересованы в этом разговоре, поговорить о непосредственно преподавании информатики вот в новом русле, в русле федеральных государственных образовательных стандартов, потому что в 9 классе там по программе и робототехника входит отдельным разделом, причем она входит уже в предмет, то есть ну, она есть в программе, а значит это уже не только наша внеурочная занятость и внеурочные какие-то занятия, а это какой-то аспект, который ну, каждому ребенку нужно показать в работе с этими роботами. Сегодня уже, наверное, каждая школа имеет какой-то минимальный набор, но непосредственно как организовать эту работу, ну, может быть, сегодня мы тоже к этому еще раз обратимся. Ну, а сейчас можно, да? Мне бы хотелось, вот, чтобы конкретно каждый, может быть, в рамках своего опыта работы поговорить о вот, проектном, о деятельностном, исследовательском вот, аспекте непосредственно в информатике. Пожалуйста, коллеги. Ну, может, я немножко расскажу. Я как раз работаю с детьми, где у нас идет углубленное изучение информатики. Преподаватель лицея МОУ номер 1 Эшва. У нас есть классы с углубленным изучением информатики. Мы начинаем изучать информатику в 5 классе. Вот здесь у нас идет отдельным элективным курсом «Среда программирования Scratch». Здесь хорошая возможность здесь с детьми создавать проекты. То есть сразу мы работаем по тетради Пашковской. Курс у нас рассчитан на 2 года. Сразу мы с детьми осваиваем среду, а потом, когда дети осваивают среду, мы постепенно начинаем создавать мини-проекты. Результатом наших мини-проектов являются различные, ну, можно сказать, мини-мультфильмы. Темы мы берем непроизвольные, темы мы связываем либо с экологией, либо со здоровым образом жизни, и дети уже очень хорошо, быстро ориентируются и создают сразу сценарий, потом прописывают программы, и в конечном итоге мы эти проекты защищаем. Самый маленький проект, который мы создаем, у нас примерно идет 3-4 урока. На одном уроке мы разрабатываем сценарий, дальше мы прописываем непосредственно героев, прописываем среду обитания, дальше им отводится 3 примерно урока на создание самой этой программы, и дальше они защищают нашу программу. И проекты мы уже представляем пока проекты только в классе, так как дети небольшие, поэтому мы на более широкий круг пока еще не выходим. Но и постепенно мы... У меня вопрос, вот Scratch, вы потом ну, в этапе 7-9 вы возвращаетесь к нему? Или он... В этапе 7-9 мы потом, когда они понимают, из каких блоков создается программа, они очень хорошо потом переходят на робота и на чертежника. То есть там как бы проблем таких нет. А вот те классы, которые у нас идут 1 час в неделю, вот там уже как бы гораздо сложнее работать с роботом, гораздо сложнее работать с чертежником. То есть непосредственно алгоритмическая среда, которая в дальнейшем перейдет на алгоритмический язык, да, и на язык программирования. Среду Scratch осваивается очень хорошо. Еще раз повторите, пожалуйста, автора тетради. Пашковская. Пашковская, да? То есть не по учебнику, а именно по этой тетради. Рабочая тетрадь, да, у нас в школе закуплена тетрадь. Детям мы их на руки не раздаем, они у нас в кабинете комплект тетради, и они по этим тетрадям успешно работают. Какой класс? 5-6 класс. Курс рассчитан, да, на 2 года. Ну вот как бы, опять же, один из возможных вариантов, потому что мне кажется, что Scratch, в общем-то, достаточно серьезный язык, и если у кого-то нет возможности на уровне 5-6, ну, сегодня у нас разное, да, количество часов, то мне кажется, и в 7, и в 8 даже классе, особенно детям, вот, которые, может быть, не совсем
мыслят сразу логически через вот такие немножко, может быть, даже игровые, да, ситуации, которые разыгрываются в этом языке, наверное, вот будет легче потом перестроиться. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Я могу поделиться опытом именно проектной деятельности. У нас в школе 12-я школа, да, учитель информатики 12-я школа. У нас выполняют проекты, дети на этапе 7-9, именно 8 классы выполняют групповые проекты, то есть они выбирают предмет. Соответственно, мы не заставляем детей выполнять по каждому предмету абсолютно каждого ребенка. Они формируют группы внутри класса или даже классы объединяются между собой, выбирают предмет, по которому хотят реализовать проект, и с помощью учителя, с помощью направления создают какой-то конкретный объект в разной среде, которую они выбирают сами. Кто-то разрабатывает видеоролик, кто-то разрабатывает, не знаю, какой-нибудь плакат, который или там стенд создает, посвященный какой-то тематике. В рамках проектной деятельности описывает его, то есть мы учим ставить цели, ставить задачи, выбирать объект, предмет и так далее. Елена Александровна, вот конкретно на сегодняшний день, вот закончился год, да, вот последняя неделя. Какой проект, вот, по вашему мнению, у вас особенно получился? И связано ли это непосредственно вот с новой вот этой... Вы, по-моему, пилотная площадка у вас уже достаточно, да? Уже первые, кто идет по ФГОС? Да, у нас есть еще предмет отдельный сейчас в 10 классе, про него тоже пару слов скажу. Но могу сказать, что вот на уровне 8 класса как раз дети очень стараются, но им не хватает мотивации, им не хватает опыта, что ли, с ними приходится намного больше работать. То есть вот если брать конференцию, например, «Старт науку», то 9 классы у нас не выходили в этом, 8 классы не выходили в этом году. В 9 классе у нас есть индивидуальные проекты, тоже по разным дисциплинам, в том числе по информатике. В этом году не могу похвастаться, прям какими-то такими результатами. В прошлом году мои ребята, один участвовал с проектами на подготовку к ЕГЭ уже, то есть мы разрабатывали памятку со всеми возможными правилами, посвященным вот разным заданиям ЕГЭ, из тех, что они уже изучали на свой уровень. И там колоссальная работа была проведена мальчиком, то есть он действительно сам старался ставить задачи, планировал этапы, что он должен сделать. Единственное, в чем я его направляла, это вот откуда взять информацию лучше, как на что посмотреть с какой точки зрения, то есть напоминала какие-то способы решения, разделы, в которых мы это изучали. А так вот в 9 классе дети уже осознаннее подходят, они осознаннее выбирают. В этом году не у меня, у коллеги девочка разрабатывала игру в PowerPoint, своя игра, но с основами Visual Basic программирования, то есть там автоматизированная игра абсолютно, подсчет ведется автоматически, вводится название команды, выбирается какая команда правильно ответила, правильно выбрала вопрос. То есть протокол ведется. Абсолютно полностью подсчет ведется, и вот на школьном уровне она у нас участвовала, защищала эту свою работу, и могу сказать, что отдельные дети, у которых есть стремление, они зачастую проявляют себя необычайно, в отличие от уроков информатики, то есть на уроке это часто незаметные дети, которые выполняют на средний уровень, и этого им достаточно, а вот если дать им возможность именно в проекте как-то себя показать, в том, что они сами выбрали, где они выбрали тему, выбрали среду, то там обычно дети раскрываются колоссально. У нас в этом смысле есть опыт, такой начальный, так скажем, опыт. В 10 классе у нас введен новый проект, называется индивидуальный проект, в котором 1 час в неделю 10-классников обучают исследованиям с самого начала, начиная от предметов, объектов, целей, задач, поиска информации. Вот они у нас в этом году. Их задача была разработать идею, защитить идею проекта, создать презентацию по целям, задачам, распланировать весь следующий год. И вот в следующем году они должны полноценное исследование завершить и защитить его, то есть все 10-классники по разным областям знаний будут защищать свои проекты, в следующем году сможем уже более конкретными результатами поделиться, но по информатике в том числе выбирают проекты. Единственная проблема у детей в плане проектов, они слишком глобально мыслят, то есть вот у них если тема, то прям спасти мир, то есть вот их приходится как-то в рамки ставить, чтобы мы в контексте... Добиться результата, потому что мир спасти сложно, давайте вот здесь
здесь конкретно немножко чтобы спасем за 2 года ситуацию. могли сделать что-то конкретное, чтобы они в конце своей работы сами увидели свой результат, что каждый лично, а там индивидуальные проекты, что каждый лично чего-то достиг. То есть, проекты это вот, такая штука, которая позволяет ребенку самореализоваться, выбрать самому, что ему нравится. Поэтому у нас пока что, по крайней мере, начало положено вполне успешно, надеюсь, будет больше, надеюсь, будет осознаннее. У нас такой курс ведется в 8 классе, по технологии исследований. У нас уже лет 5, наверное, детям такой курс дают. То есть они по окончанию этого курса защищают свои работы. А вот в этом году был у нас урок цифра в рамках работы с проектами. Наверное, мне кажется, в контексте именно вот этих ваших курсов, там очень, просто мои дети, у нас, например, нет такого, курса, но вот посмотрев этот урок, многие в определенной степени, наверное, были бы готовы попробовать что-то сделать. То есть загорелись глаза, что-то вот такое самому изобрести, попробовать реализовать. И работа в команде на сегодняшний день, в общем-то, это в определенной части то, что требует работы. Сегодня многие дети сам по себе звезда, а вот умение работать в команде, вот именно здесь им, наверное, не хватает умения организовать. Я буквально еще несколько слов хотел добавить по тем моментам, которые связаны у нас с вами с программированием, с обучением. В связи с тем, что в этом году мы очень сильно коснулись темы подготовки учебной системы Moodle, и хотел сказать, что у нас достаточно часто и у учителей бывают различные темы, которые западают, сложными являются. Для детей они являются тоже обычно сложными, потому что как учитель эту тему разъяснил, насколько подробно, насколько умело ее подал, логику и так далее, от этого зависит, насколько ее смогли освоить ребята. То есть в силу своей специфики, конечно, на разном уровне, но тем не менее все равно от подачи учителя зависит многое. И поэтому, может быть, на следующий год есть такая идея в рамках как раз курсов, которые в системе Moodle, в системе дистанционного обучения Moodle, развернутые на базе Крило, может быть, имеет смысл нашим педагогам, мы предложим такую возможность, поучиться немножко создавать свои мини-курсы, мини-модули по тем темам, которые западают. То есть, например, если мне на определенную тему в программе отведено 6 часов для изучения с ребятами, а я эту тему за 6 часов, к сожалению, не получается у меня раскрыть, то я бы предложил на следующий год, может быть, такие небольшие мини-курсы создать по той же самой, например, логике, где если что-то не получилось или ребенок пропустил, может быть, этот курс, он мог бы самостоятельно на такой дистанционный курс зайти, посмотреть, поработать с этим курсом. И самое главное, на основании выполнения каких-то работ, проверочных, тестовых, может быть, каких-то других работ, потому что система Moodle позволяет разные очень работы проверочные делать, даже получить оценку такого педагога выполнить. И, конечно, я поздравляю наших замечательных всех педагогов Республики Коми с почти уже окончательным окончанием, извините за масло масляное, этого учебного года, с постепенным приближением отпускного периода. Кто-то уже наверняка на даче что-то начал выращивать. У нас за окошком ливень пошел. Все будет хорошо. И, может быть, кто-то еще из республики где-то выскажется, как вообще прошел учебный этот год, какие были сложности, трудности, какие перспективы впереди. Может быть, кроме Сыктывкара мы сможем послушать какой-нибудь из муниципалитетов. Нет там в чате ничего не пишут. А есть люди-то вообще в чате? Да, или только мы здесь собрались, да? Сколько? 9 человек у нас. Хорошо. Сколько? 9, да? Сверху цифра. Мы учитываем. Давайте, Я просто, не знаю, там коллеги далековастенько сидят. Можно это самое, Александр Сергеевич, или вы, или Дмитрий Иванович? Мне честно говоря, интересно ваше мнение в плане, в 9 классе, как вы видите этот раздел робототехники? Просто вы оба, как говорится, у нас асы в плане робототехническое направление. Именно в рамках урока, как вы думаете, какую часть реально можно было бы включить непосредственно? У нас в 9 классе программирование. Позвольте сюда.
Чуть поближе. И тоже представьтесь. Меня зовут Александр Сергеевич, учитель технологического лицея. Вот. В 9 классе мы проходим Кумир, программирование Кумире у нас. То есть, если я вижу где-то робототехнику, то может быть вместо курса Кумир, по Кумиру. А вот это самое, ну, например, да, вот если мы говорим, например, о той же программе, ну, например, робот, который мы собираем, да, вот соревнование чертежников, когда вот он должен нарисовать какие-то, это ведь тот же кумир, по сути, когда вот он должен, ну, только там в кумире мы рисуем по клеткам, да, а здесь мы делаем расчет по расстоянию, там, ну, по длине колеса, там, как угодно. Когда нужно нарисовать там домик, чтобы там рисовали отдельные буквы, да, вот когда запускается робот, и вот он что-то рисует. То есть на самом деле, мне кажется, наверное, конечно, это, ну, это не сбор робота. Робот предполагается, наверное, чтобы, ну, в рамках урока, да, как информатики, тут рассматривается именно вот по созданию программ, может быть, когда они не просто в кумире, я не знаю, как вот у вас, у меня на самом деле дети не очень первоначально любят кумир, потому что для них вот это, ну, немножко, да, вот эта немножко пошаговость, она их немножко раздражает, наверное, что получается слишком длинно. Если помните, раньше у нас была еще это исполнитель стрелка. Да, вот графический ГРИС, да, вот этот исполнитель стрелка, когда нужно по каждому писать, у них получается это в окно не помещается, надо писать там дальше, а уже, ну, как бы они не видят, что они там написали, нельзя удалить. Ну, то есть вот это вызывает у них определенное раздражение. А вот, может быть, если брать конкретно вот Еву там или NXT, да, вот роботов, чтобы они визуально видели исполнителя, то есть не просто какой-то виртуальный робот, да, или виртуальный чертежник, а если это конкретный робот, которого они видят, и вот он здесь по их программе будет что-то рисовать, чертить, ну или просто там выполнять какие-то действия, там куда-то доехать или не переехать, не задавить там этого человечка, пусть не про какие-то простые вот такие вещи, но, наверное, мне кажется, что вот с таким роботом, если, коллеги, у вас в школе есть возможность, есть хотя бы какой-то один робот, и ребята, опять же, работая в группе, будут разрабатывать вот эти вот мини-программки, ну и потом запускать их в рамках урока, ну, наверное, это будет, я думаю, что интересно и, в общем-то, полезно с точки зрения понятия. К сожалению, вот некоторые ребята, ну, не до конца понимают, вот когда мы занимаемся программированием, то есть пишем программу вроде как для себя. Я не знаю, сталкивались ли вы с этим, а они считают, что если им понятно, что решает программа, значит, будет понятно всем. То есть вот эти дополнительные какие-то там... Ой, у нас уже град, а не только дождь. Ну, в общем, мне кажется, что вот в таком контексте, наверное, это было бы интересно. Ну, вот как видите, у нас разные представлены, да, и обычные общеобразовательные школы, и лицеи, гимназии, то есть там, где и часов побольше, курсов различного рода по информатике. Поэтому, конечно, коллеги, мы все находимся с вами в разных условиях, но так или иначе мы должны с вами давать результат. Вот. И сегодня, как нам уже сказали, есть определенные проекты, где информатике отводится, ну, одна из ведущих позиций, я бы сказала, потому что иначе просто где еще можно говорить о цифровой среде, как не на нашем предмете. Пожалуйста, коллеги, может быть, еще кто что расскажет? Задайте вопрос. Вопрос-ответ? Ну, пожалуйста, Дмитрий Иванович, скажите, пожалуйста, вот конкретно проекты, которые вот у вас по различным классам в принципе применяются. Вот. Здравствуйте, 35-я школа, Чупров Дмитрий Иванович. В 7 классе у нас проекты ведутся уже со стороны школы. То есть там приходят прямо дети, которые записываются, что вот я хочу сдавать информатику. 7 класс это обычно делают презентации. 7 класс презентации, вот у меня в этом году, например, 5 человек было. Они делали такие замечательные презентации, например, по сборке компьютера, которые я потом использую на уроках информатики в 7 классе.
делали презентации по созданию презентации, самое интересное. Делали... То есть такие инструкции. Да, инструкции. Также вот один ученик меня подготовил такие, скажем так, шаблоны для грамот. То есть в PowerPoint, вот, используя презентацию, он создал определенные дипломы, формы, которые, конечно, мы половину забраковали, но одну мы оставили. Конечно, мы же понимаем, что даже, когда мы сами делаем что-то, не все всегда получается, а здесь ребенок... Из 10 слайдов мы 1 или 2 вот выбрали. Так, что еще у нас было? 8 класс. 8 класс – это уже, ну, люди уже образованные, они более… Нет, ну они, правда, это не 7 класс, это уже 8 класс. И здесь уже некоторые люди, которые поумнее, то есть дети, они уже пишут программы на языке Паскаль. То есть во втором полугодии мы уже углубляемся, вот, если по курсу Боссовой идти, то там углубление идет в программирование. И они уже пишут сами программы. Например, в этом году у меня дети писали генератор заданий для ОГЭ. То есть они генерировали задания и выдавали сразу ответ. То есть мы могли просто запустить программу, сказать мне, например, выпиши 4 примера, и он по определенной теме, например, 13 задание, помню, он выдавал 4 примера на... Вот ну, то есть они создавали такую как базу данных? Они создавали условия, определенные переменные, то есть они задачи. Но, определенный тип задач. Я понимаю, но вот эти сами задачи, они где были? Они были в каком-то... Паскаль АБЦ, они писали программу при помощи переменных, которая уже подсчитывала ответ. Через файловые переменные? Нет. Нет, это просто в write-event выводила саму задачу и ответ. Все в программе. Да. То есть все, я поняла теперь. Я просто думала, может, она обращалась куда-то. Нет. Определенный тип заданий рассматривали. Они сами пытались его решить. Решили это задание, и потом вместо уже как бы данных они вставляли переменные, рандом, и генерировать можно было определенного типа. Все зависит от того, сколько задач они туда внесли. Да. То есть они сами вносили, создавали свою какую-то копилочку, и потом к этой копилке можно было обращаться. Если это подключить через файловую переменную, то тогда это вообще замечательно. Да, можно прям выгружать и давать детям решать. Ну, все-таки вот, Дмитрий Иванович, как вы считаете, я вот в этом году, если честно, первый раз я шла в 8 класс по федеральным стандартам, и программирование в 8 классе, ну, если честно, мне кажется, ну, тяжеловато. Тяжело. Почему? Да. Там очень легкий идет, вы вводите переменные. Нет, вопрос не в этом. И вы вводите переменные. Сама ситуация с изучением языка программирования. Им еще не хватает определенного набора знаний математических для того, чтобы ну, просто даже понимать сами задачи, которые они решают. То есть во многом приходится работать ну, на какие-то образцы. То есть какие-то примеры, образцы, и вот они потом, ну, тот, кто заинтересован, конечно, решают больше, потом и начинают сами как-то, но мы опять зажаты 1 час в неделю, и, к сожалению, отработать программирование, ну, вот, на мой взгляд, сложно. Наверное, я вот здесь, наверное, могу проследить разницу. У меня есть классы с углубленным изучением и обычные базовые классы. Так вот там, где базовый класс, программирование идет гораздо сложнее, хотя уровень детей у нас детки не слабые. Конечно. Все равно программирование все равно не хватает. Очень тяжело. 1 час в неделю, собственно говоря, они немножко уже забывают о том, что было на прошлом уроке. Начинается с того же самого, да. Каждый урок мы снова прокручиваем одно и то же, и поэтому медленными шажками, да. 1 час в неделю. Договорим про 9 класс. Да, конечно. 9 класс. У вас ФГОС, кстати, тоже в 9? Да. То есть вы у тоже... нас 7, 8, 9, уже ФГОС и да? ФГОС, да. В 9 классе мы уже пишем сайты определенные. То есть на языке HTML в Notepad++ они пишут, забивают теги, есть определенный шаблон, и уже пишут сайты, определенные страницы и учатся оформлять. Ну вот, а есть заинтересованность детей писать самому сайты или все-таки пользоваться конструктором? Сейчас вот идет такая тенденция,
что вот именно ручная работа, вот эта Notepad++, он уже уходит на второй план, и сейчас все пользуются конструкторами. Да, это есть такая... Я не очень... С другой стороны, наверное, большинство это ведь точно так же, как в любом редакторе. Одно дело по верхам, да, а другое дело тот, кто заинтересуется уже, как это делается в конструкторе. Ну, единицы, вот ваши ребята тоже ведь делали сайты на... Делали, но такие простые. Ну, есть, которые вот... К сожалению, это нам кажется простыми, а если вдуматься, сколько сил он вложил на то, чтобы у него этот простой сайт получился, тут, конечно, работы хватает. Поэтому я думаю, что вы со мной согласитесь, что информатика один из тех предметов, где закончить уроком рамками того времени, которое отведено, практически невозможно. Поэтому во внеурочную деятельность тогда можно переводить в плане элективных курсов. Да, вот когда вот с администрацией есть вот как бы понимание вот этого, потому, может быть, нам тоже еще и еще раз, опять же, ссылаясь на республиканский приоритетный проект «Цифровые образовательные среды», что все-таки, может быть, в каждой школе изыскивали возможность какого-то элективного курса по информатике, так как вот этот 1 час, который у нас на сегодняшний день, да, вот в программе, ну, это очень сложно. А если бы вот еще элективный курс какой-то давали, наверное, было бы больше возможностей ребят, так сказать, вот, потому что предмет достаточно сложный. При всей его внешней такой красивой легкости, да, когда начинают разбираться, поэтому, как нам кажется, простенькие сайты, но на самом деле это действительно большой труд. То есть информатика, это, я сказал бы, не для всех. Это мы должны для всех изучать. А государство требует у нас всем изучать и быть асами. Дмитрий Иванович, совсем молодой специалист, Ольга Юрьевна Казанова спрашивает по робототехнике, где что можно почитать, и где можно пройти курсы, может что-то... Я предлагаю вообще вам взять Копосов. Рабочие тетради, учебники. Рабочие тетради у него взять и вести прямо по ним. Там все изложено очень хорошо. Мне понравилось, я ввел. А еще я хочу сказать, что есть у нас питерский лицей, который является одним из ведущих, так сказать, учебных заведений. И, может быть, кто-то слышал, есть всероссийские соревнования «Робофест», которые проходят в Санкт-Петербурге. Этим летом они будут вести бесплатные курсы по робототехнике. Конечно, лицей, сами понимаете, они не занимаются приемом, но если у вас есть где остановиться, и у вас есть желание поехать в Санкт-Петербург, вы можете в рамках этой поездки получить еще и полезную очень информацию, которую непосредственно можно... Сейчас я одну секунду найду, скажу конкретно, а то я так в общем... По робототехнике у нас в Санкт-Петербурге... Чинников, по-моему, да? Или как-то... Нет. Овсеницкий. Сергей, нет. Александр Сергеевич, не помнишь фамилию? Сейчас найду, буквально 5 секунд. Ну, мы посоветуем, мы взяли у Ольги Юрьевны, она написала нам свой электронный адрес. Если что, мы ей конкретно уже, я вам его перешлю. Ну вот я нашла. Летние курсы преподавателей робототехники в 2019 в Санкт-Петербурге. Курсы бесплатные. Но, друзья мои, как хорошо, что сегодня только 30. Регистрация до 31 мая. Выходите на сайт RoboFinist, и там вы найдете переход, так и называется, «Летние курсы преподавателей робототехники 2019». Такая очень символичная у них картинка. Робот с птичкой. Есть? Нет? Далеко, да? Ну, в общем, да. Вот такая картиночка. Вы можете... Вот, да. Вот по ней ориентируйтесь. Кстати, там есть тоже и учебники, и различные... RoboFinist. RoboFinist, да. RoboFinist. Но, подчеркиваю, регистрация до 31 мая. Так что, если заинтересуетесь, если у вас есть возможность поехать в Санкт-Петербург и изучать робототехнику, то я думаю, что это будет интересно. Да, вся ночь трудимся.
Еще, пожалуйста, что мы должны... Молодой человек еще не выступал. Представьтесь. Так, учитель информатики, 43-я школа, Роман Андреевич. Немножко отойду от робототехники, по проектным технологиям хочу немножко поделиться опытом. Так как я увлекаюсь 3D-моделированием, я свое увлечение пытался рассказать, вернее, своим увлечением пытался поделиться с детьми на внеурочных занятиях. Потом эти внеурочные занятия перетекли плавно в проекты. Изначально мы занимались с 7, потом 8 и 9. Но, к сожалению, один из учеников у меня ушел, и мы с ним проект до конца не закончили. Изначально проект у нас, 9 класс, когда они защищали проекты, у нас было только представление трехмерной модели, мы брали самолет. А сейчас с 10-классником, который в 9 классе также со мной занимался на внеурочной деятельности, мы делаем уже самолет, но пытаемся реализовать его в бумаге. Так как сейчас есть возможность, конечно, 3D-печати, можно было это реализовать и в 3D-печати, но решили попробовать сделать развертку этого самолета и просто собрать его из бумаги. То есть берем полностью каркас, и здесь у нас хорошо прослеживается связь с физикой, аэродинамикой, и ученик уже отдельные моменты самостоятельно рассматривал. Я прошу прощения, у вас индивидуальные занятия или это группа и просто... Были занятия по внеурочной деятельности, как кружок, и часть ребят, которые заинтересовались, они решили взять у меня проекты. В 8 классе был подготовительный такой этап, потом в 9 классе они защищали проект, а в 10 они решили, вот один ученик решил взять дальше его продлить. Вот. Занимаемся в бесплатной программе Blender, называется. Основной ориентир у нас это blender.org сайт. В основном оттуда берем информацию, ну и либо из открытых источников в сети интернет. И здесь есть еще, так сказать, обширное поле для деятельности, потому что если внедрить эти трехмерные модели, так сказать, в игровой движок, то там уже можно подключить программирование. Например, Blender тот же самый, он поддерживает, насколько я помню, Python, язык программирования. То есть, если у меня получится довести до конца, до логического завершения, то будет, ну, как, так сказать, полный блок по созданию модели. Изначально трехмерная модель, потом реализация ее в, ну, либо в бумаге, либо на 3D-печати, но 3D-печать у нас точно не получится. И потом уже можно попробовать создать внутри игрового пространства модель, которая будет функционировать, можно задать различные анимации, физические параметры задать объекту. 3D, кстати, ну, можно попробовать поискать варианты, потому что бывают прямо конкурсы, объявляют на непосредственно модели, которые они, ну вот если модель побеждает, то они ее печатают на своих принтерах. Не слышал про такое, поэтому, попробую посмотреть. Да, поэтому вот можно попробовать таким образом и реализовать свою задумку, потому что я думаю, что это будет интересно. Детям просто интересно в плане того, что, расскажу немножко опыт предыдущей школы, в которой я работал, там были пара учеников, которые, знаете, игровая зависимость, игроманы были такие. И позанимавшись со мной на этих кружках, им как бы играть стало уже неинтересно, им захотелось что-то самим создавать. И вот, можно так сказать, лечение прошло от игровой зависимости, им это помогло. И вот, не знаю, дальнейшая судьба что-то такая. Свое написать? Но они не писали, они создавали трехмерные модели, и мы пытались поместить в игровую среду, но уже готовую. Не сами создавали ее, а просто брали исходный код этой игровой среды и пытались внедрить ее, эту модель туда. У них получалось, там были некоторые шуточные моменты. Ну вот это, наверное, самое главное, что они увидели конкретное применение. Да. И то, что некоторые, конечно, отказываются, многие
многие считают, что создание игры – это вот щелчок пальцем, и все, уже играешь, можно самому создавать продукт, и как там сейчас идея такая, запускать на Steam продажу или что-то такое, чтобы как-то реализовать это финансово, но многие разочаровываются в плане того, что это не так просто. Когда начинают понимать, да, что за этим стоит. На самом деле профессионально делать игры, это, во-первых, не один человек для того, чтобы сделать. Да, задействован, да. На сегодняшний день, особенно уровень, им же уже не интересно простые игры, им же все хочется именно. Но 3D-модели там как раз во многих играх, они реально видят, ну, как бы реализацию, да, вот этих каких-то героев. Особенно сталкиваются с проблемой финансовой грамотности, да, монетизация не проходит. Не все так просто, да. Ну, вот опять же, пришли мы к тому же выводу, да, что для того, чтобы ребята могли создавать реальные хорошие проекты, ну, это должно быть время. Время, причем достаточно много времени за пределами урока, потому что это, разумеется, работа не для всех, у каждого свои интересы, хотя в той же информатике, наверное, могут найти себе вот совершенно разные, да, такие направления, применения. Есть у нас еще какие-то вопросы, может быть, от участников? Ну, там есть предложение провести в следующем учебном году, рассмотреть документы, которые должны быть в кабинете информатики, которые при проверках любого уровня, чтобы, ну, я думаю, рассмотрим этот вопрос. Ну, только единственное, этот вопрос, мне кажется, надо разделить на несколько. Это вопрос документы по непосредственно кабинету, или это вопрос документы, связанные с проведением самого учебного предмета информатика, или что-то еще, то есть что конкретно имеется в виду. Может быть, там имеется в виду, что и о контентной фильтрации идет речь, о том, что допуск, да, к интернету детей должен быть безопасным. То есть немножко на уточнение, потому что это разные направления, и по каждому из этих направлений нужно четко понимать, какие документы существуют, на что нужно обращать внимание, и, соответственно, какие проверяющие что могут требовать. Может быть, у сыктывкарских школ есть опыт, и, я думаю, они... Ну, безусловно, конечно, безусловно, разные. Просто, да, как сказал Андрей Борисович, конкретный вопрос. Потому что говорить так, в общем, это получается... Слишком будет большой объем, да. Вот если мы будем все сразу, то это будет слишком большой объем. И, скорее всего, нужно приглашать, например, педагогов, у которых эти документы сформированы самым наилучшим образом. Да? И это могут быть совершенно разные люди. Если мы будем говорить о контентной фильтрации, то, может быть, необходимо приглашать технических специалистов, которые действительно хорошо реализуют защиту, информационную безопасность в школе, например, да, и у которых сформирована действительно хорошая локальная нормативная база. Ну и в данном случае даже вот относительно контент-фильтрации, когда вот именно пригласить специалистов, что одни считают, что лучше работать с белыми списками, да, другие считают, что достаточно фильтров, которые ставит Ростелеком. Ну, то есть на самом деле это тоже есть о чем говорить, есть что обсуждать, потому что разные решения, они, в общем-то, как правило, может быть, кто-то, не попробовав одного, не может сказать, насколько оно лучше. Но, тем не менее, я думаю, что спасибо за то, что республиканское методобъединение у нас существует, за то, что у нас есть возможность узнать опыт коллег из республики, потому что, я думаю, вот в этом году мы конкретно в нашем городском методобъединении отдельное спасибо сказали коллегам за игру «Квест», которая проводится непосредственно вот на республиканском методобъединении. Нас познакомили с этим тридевятым царством, и мы туда с удовольствием, некоторые, может быть, еще не все пришли с детьми для участия, но как минимум познакомились с этим опытом. Поэтому, пожалуйста, коллеги, учителя республики, не стесняйтесь, рассказывайте, потому что порой то, что у вас кажется совершенно очевидным, для другого человека может оказаться незаменимой находкой и в дальнейшем поможет решать различные вопросы. Я бы, наверное, еще буквально несколько слов о планах на будущий год добавил, да. Ну, из таких, понятно, что у каждой школы, у каждого муниципалитета есть определенный план работы, есть определенные традиционные мероприятия,
У нас, например, очень хорошее традиционное мероприятие. Ежинские наши замечательные школы проводят, причем на высоком уровне, интересно очень ребятам. Да? Ну и есть такие традиционные мероприятия, которые, например, проводятся по всей России. Это та же самая Олимпиада по программированию, да, Всероссийская Олимпиада школьников по информатике. Вот. Ну и я напоминаю, что в этом году у нас Олимпиада проходила, ну, как бы в первый раз на новой платформе, на Яндексе, да, и Яндекс, правильно, да? Я правильно помню? Я ничего не перепутал, на Яндексе, да? Вот. Но тем не менее, вы знаете, вот опять обращаются из районов наши замечательные коллеги, которые говорят о том, что они бы хотели формировать свой курс определенный по программированию для подготовки к Олимпиаде. Я напоминаю, что существует сайт Informatics, на котором он сегодня существует и работает, на котором можно создавать свои курсы, можно создавать определенный набор заданий, выстраивать индивидуальную траекторию для учащихся и так далее. И так далее. Да, и напоминаю, что уже в следующем сентябре к этому вопросу мы с вами опять возвращаемся, потому что сентябрь-октябрь будет проходить сначала школьный этап, естественно, Всероссийская Олимпиада школьников по информатике, ну и по другим предметам. Да? Октябрь-ноябрь, соответственно, будет проходить муниципальный, ну и в ноябре-декабре будут проходить традиционно региональный этап Всероссийской Олимпиады по информатике. Поэтому это одно из таких мероприятий, которое, ну, фактически сразу за летом уже Поэтому, может, стоит, пока закончился год, те дети, которые интересуются у нас на сегодняшний день программированием, порекомендовать им эти сайты. Летом часто бывает, что решать какие-то задачи. Кто интересуется, вот в сентябре придут уже с вопросами. Это первый момент. У нас в Сыктывкаре есть Яндекс.Лицей еще. Вот, Яндекс.Лицей есть в Сыктывкаре у нас, о котором, наверное, опыт в сентябре представит наш замечательный технологический лицей. Мы себе это на карандаш сразу взяли. Да. Ну и важный момент, уважаемые коллеги, может быть, какие-то предложения, какие-то просьбы, что нужно провести для вас по каким-то проблемным вопросам, западающим вопросам преподавания информатики. Вячеславу Алексеевичу, может быть, направить уже вот в начале июня, пока еще не все ушли в отпуск, но голова уже немножечко освобождается, появилось какое-то время, чтобы осознать, что в этом году получилось, что не получилось. Может быть, кто-то готов немножко рассказать о своем каком-то хорошем, замечательном, небольшом, коротком опыте работы с различными элементами, в том числе в проектной деятельности, в других каких-то подходах по информатике. Поэтому я предлагаю вот эти все предложения собирать, Вячеславу Алексеевичу направлять. У меня, например, предложение на следующий год. У нас коллеги заинтересовались, многие коллеги заинтересовались курсом и учебником Полякова. Может быть, все-таки просить наше замечательное КРИРО пригласить в следующем году снова автора учебника Полякова сюда на небольшие такие методические семинары, на которых еще раз посмотреть, вот все-таки приближается 10-11 класс федеральный государственный образовательный стандарт, что-то может быть в течение этого года уже будет меняться, будут меняться подходы, меняется ФГОС. А вот пригласить, естественно, и, соответственно, с этим автором еще раз встретиться, посмотреть, уточнить, как меняется его учебник в связи с изменением подходов и так далее. Ну вот, может быть, у кого-то еще какие-то будут просьбы, предложения. Я думаю, что идеальным вариантом это вот аккумуляция на уровне нашего республиканского методического объединения, потому что именно эта точка является точкой входа для всех информатики, для всех учителей информатики республики. Спасибо, Андрей Борисович. В чате еще был вопрос по итогам этой контрольной работы. Вова тоже вот очень интересуется итогами, поэтому мы, наверное, все-таки попробуем найти концы и найти результаты с Андреем Борисовичем вместе, поищем, и каковы же результаты этой контрольной работы, хотя бы в общем, что ли. Конечно, для того, чтобы как-то... Это та работа, которая была в 10 классе, да, там же можно было посмотреть сразу. Через зависимость. Ну, там сразу не получилось у некоторых, да, потому что если они слишком долго делали, у них следующий урок. Я смотрела на следующий день. То есть результаты Варисма можно посмотреть, да? Результаты контрольной работы. Да, там все можно найти. Ну, если пароль потому что в чате вопрос есть. Через пароль можно зайти, все посмотреть. В чате есть вопрос, как посмотреть результаты Варисма. Какой еще, Лёнь, там вопрос? Рекомендации по выбору ВМК по ФГОС какие-то есть? Нет, здесь личное дело каждой школы и каждого педагога, что вы выбираете, с учетом, естественно, того, что у вас есть. То есть если у вас, вот как Дмитрий Иванович очень упирает на БОСу, если у вас есть линейка учебников БОСа, то
вряд ли вы выберете что-то другое. А еще раз говорю, то есть у нас есть коллеги, которым нравится Поляков. Есть коллеги, которым нравится линейка босса. Причем линейка босса, я правильно понимаю, с 7 по 11 класс, да? Даже 5-6. 5-6. Даже с 5 класса, как бы, есть линейка босса. По-моему, и начальная школа есть. Надо посмотреть, на самом деле. Начальная школа там Матвеева. У нас там ответ. Вот. Поэтому здесь ситуация следующая. То есть в зависимости от того, чем удобен Поляков, у него, если я правильно помню, может быть, меня коллеги поправят, появились в продаже сейчас учебники, которые сразу называются базовый и углубленный уровень. То есть в одном учебнике есть оба уровня. И в этом отношении удобно почему? У вас в школе может быть такое, что один класс идет, например, по базовому уровню, какой-нибудь социально-гуманитарный там профиль, например, да? А какой-то класс идет, например, либо по техническому, либо, например, по профилю математическому, там, точных наук. И там, например, информатика дается углубленно. И этот учебник можно использовать и там, соответственно. Это, кстати говоря, единственный учебник, вот, который два уровня рассчитан. Нет, ну я согласна, что Поляков хорош в рамках подготовки. В рамках подготовки это, конечно, очень хороший учебник ЕГЭ, потому что, ну, не случайно мы все, многие, по крайней мере, я думаю, со мной согласятся в том, что сайт, который был и, в общем-то, на сегодняшний день поддерживается, там, конечно, огромное количество материала, который можно использовать при подготовке к экзамену. А вот таких книг нам не хватает. Поэтому вот этот учебник, он как бы помогает, там есть подборка заданий, которые можно отрабатывать. Мы в этом году в рамках профиля в 10 классе, у нас есть технологический профиль с этого года класс по Полякову, и это прям несравненная программа в плане уровня. И вот за 10 класс мы разобрали, наверное, большую часть заданий в рамках этой программы. То есть в следующем году нам останется несколько заданий разобрать вот, прям с нуля, и остальное просто нарешивать все возможные вариации. Причем у Полякова даже вот на момент карантина у него очень много заданий в учебнике. И сам по себе учебник для ребенка, который собирается сдавать экзамен, написан так, что ребенок может разобраться. То есть очень, вот даже в плане индивидуальной самостоятельной подготовки очень, очень полезный учебник. Мы в этом году прям очень довольны работать. Ну, то есть и надо смотреть, какой УМК ближе к вам, больше устраивает вас, потому что на что ваши дети настроены. Если дети настроены писать, может быть, больше русской литературы и уходить в филологию, то, может быть, и не нужен им Поляков с таким нарешиванием задач. А если, наоборот, ваши дети больше интересуются информатикой, хотят идти на технические какие-то специальности, хотят участвовать вот в тренде инженерные кадры России и так далее, то, может быть, действительно вот им рекомендовать, и вашим учителям рекомендовать, посмотреть хотя бы программу Полякова, его линию учебников, и, может быть, действительно кому-то это будет важно, полезным и помогать больше детям готовиться к экзаменам. Да. Если есть возможность, то, может быть, просить администрацию в библиотеку хотя бы покупать, если не на весь класс, то какое-то количество, там, хотя бы 5-7 учебников, чтобы были для того, чтобы организовать... Вот, может быть, даже для индивидуальной работы, да, с отдельными учащимися, именно по учебнику. Да, если даже вот не все перешли на это, но учебник сам по себе, конечно, очень хороший. Но единственное, новый учебник, где соединяется и углубленка, и база, там убраны задачи, там задач уже меньше. Ну, значит, надо будет добавлять их за счет сайта. Да. На сайте Полякова я посмотрел генераторы заданий. Я не знаю, может быть, я пропустил в какой-то момент, но вот, во-первых, понятно, что все задания генерируют, там есть соответствующие ответы, но я увидел, что и к заданиям 24, 25, 26, 27 есть разборы. Да. Все разборы присутствуют. Для учителя это очень удобно. Не все сложные задачи, и не каждый учитель может самостоятельно решить, тем более с учетом требований оценивания единого государственного экзамена, потому что там идет критериальное оценивание. Это хорошо, если вот наши коллеги участвуют в работе, в экспертной оценке вот этих вот заданий на уровне ЕГЭ, да, и они знают, как критериально оцениваются эти задания. А для тех, кто, например, не участвовал, бывает достаточно сложно разобрать по критериям ту или иную задачу. Поэтому вот у Полякова как бы на сайте вот эти критерии присутствуют. За что ставится 1 балл, за что ставится 2 балла, 3 балла. И по этим критериям можно и детей приучать к тому, что посмотри, пожалуйста, что тебе нужно, чтобы хотя бы получить 1 балл.
Ведь наши дети иногда не решают, там, последние вот эти 27 задачи, просто не решают, хотя 1 балл заработать очень просто, там какой-то очень простой вопрос идет. Да, тоже, даже если есть какая-то идея, уже 1 балл можно заработать. А дети не смотрят туда, потому что, ну, само по себе условие, оно страшное такое, большое, какое-то очень заумное. Дядьки умные программисты составляли. Ну, так дети, наверное, думают, ощущают, тем более во время экзамена, когда они, конечно, очень сильно волнуются, когда они находятся в режиме стрессовой ситуации и так далее. Вот. И поэтому приучать их к этому критериальному разбору, ну, позволит, наверное, им не бояться этих заданий. Хотя бы порой хоть что-то решить, хоть немного, хоть хотя бы на 1 балл. Ну, поэтому так. Спасибо. Спасибо, коллеги, за содержательные, хорошие выступления. Я хочу поздравить еще раз всех с окончанием учебного года, пожелать приятного летнего отдыха, набраться сил, терпения, здоровья, новых задач и всего самого наилучшего. На этом мы сегодня заканчиваем. Всем до свидания. До свидания, конечно.